Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто прямо сейчас, когда вы открыли это видео, думает о вас? Кто думает и что думает? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Но прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие и любимые, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете и выбираете быть со мной, за вашу невероятную и очень теплую поддержку. Земной вам поклон. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, два человека о вас думают. И оба мужчины. Угу, интересно. Какая вы. Мужиков заставляете о себе думать. Один мужчина темненький, вот смугленький, темненький, волосы темные, может быть и русый, но тогда прям совсем темно-русый. Темные волосы у него. И глаза у него тоже темные. Да, карий темный цвет глаз. Этот мужчина думает о вас с улыбкой, с надеждой в сердце, с огоньком, я бы даже сказала. Вы этому мужчине очень сильно нравитесь. И вот мне идет, что он вас как будто бы с какими-то женщинами сравнивает. И всегда вы лучше. Может быть, он со своими бывшими вас сравнивает, а может быть, с женщиной, с которой он сейчас, там, например, в отношениях. Вот он сравнивает, и вы для него гораздо лучше. Гораздо приятнее, гораздо желаний. Вот как-то так идет. Этот мужчина, он без ума от вашей фигуры, от вашего тела. Безумно его возбуждаете, так что он прямо аж бедненький трясется, когда вас представляет. А представляет он вас очень часто. С этим мужчиной у вас какой-то контакт ограниченный. То есть, может, там «привет, пока», либо по долгу службы, да, здороваетесь, может, по соседству живете. То есть нету полноценного контакта. Этот мужчина, вы ему даже снитесь, я бы так сказала. Он вас все время вот как пытается увидеть, рассмотреть, там, запомнить получше. Как тайный поклонник, можно так сказать. Но вы точно знаете, кто это. Вы периодически видите, как я сказала, там, у вас краткие такие диалоги бывают. Потому что работаете вы вместе, это ваш начальник, либо кто-то из коллег. Либо этот мужчина работает, я не знаю, там, в соседнем офисе, да, в соседней организации. Но вот он вас сравнивает, значит, у него есть женщина. Либо есть, либо была. Может быть, он разводится, может быть, он из отношений выходит. И вот он сравнивает, и от вас он в восторге, просто в восторге. Еще здесь показано, что этот мужчина как себя подготавливает к какому-то разговору с вами. Ему очень хочется наладить с вами контакт, да, вступить в диалог. Хочется не только с вами ближе познакомиться, но еще куда-то вас вот как пригласить, позвать. Видите, здесь большой такой сапог, и в нем как будто бы часики песочные. Сам себя, скорее всего, ругает за то, что медлит, за то, что не подходит к вам, за то, что вас не приглашает. Очень ему хочется. Вот не знает, как к вам поступиться. Вы такая девушка суровая, либо у вас лицо такое строгое, да, когда вы, например, на работе, вы себе не позволяете с кем-то кокетничать, фривольничать, вы там делом заняты. Вот, и он такой, как к ней подойти? Что ты медлишь, да, тряпка, давай, соберись, попробуй. Очень вы ему нравитесь, очень он под впечатлением от вас. И я бы сказала, глаз не сводит. Когда у него есть возможность, он прям глаз с вас не сводит. Старается прям всю вас запомнить.
Но у него такие прям намерения. Я не могу сказать, что прям очень серьезные, но намерения с вами сближаться, так это 100%. Возможно, вы от этого мужчины чувствуете. Возможно, даже вам мужчина этот и нравится. Да? Вот он симпатичный мужчина, он неплохой мужчина, интересный мужчина. Такой прям, знаете, видный. Да? Про таких говорят видный мужчина. И знаете, еще здесь показано, что у него как денег много. Может быть, он какой-то действительно начальник. При деньгах, да, мужчина при деньгах. А может быть, он и есть хозяин бизнеса, да, вот у него там сотрудники, может быть, вы его сотрудница. Ну или, как я уже сказала, да, соседняя фирма, и он там начальник, директор, глава. Он при деньгах. Он желанный для многих женщин, и многие женщины хотят ему понравиться, но они ему все как присытились, что ли. Либо ему хочется именно не вот этих легкодоступных дамочек, да, которые ради денег готовы пойти на все, а именно вот такую серьезную женщину, как вы. По возрасту вы приблизительно похожи, может быть, он чуть-чуть вас старше. Но вот да, женщины крутятся вокруг него, но они ему не интересны. Ему интересны вы. Потому что вы очень загадочная, очень серьезная. Прям хочу ее, я ее хочу. Знаете, ну, судя по этому знаку, совсем скоро этот мужчина к вам подойдет. Подойдет с очень деликатным и романтическим предложением. Там, выпить кофе, либо в ресторанчик сходить. Ну, как-то будет действовать, да. Будет действовать обязательно. Мысли у него очень теплые по поводу вас. Очень. Такие вот приятные, теплые мысли. Ну, если взаимно, девочки, то почему бы и нет? Почему бы и нет? Мужчина хороший, мужчина уже в вас влюбленный. Почему бы и нет? Так, и второй мужчина, он как противоположность. У него денег нет. У него нет денег, он не красавец. У него волос нет. Либо у него залысины. Лысина, либо залысины. И денег у него нет. Денег нет, и он вас винит в чем-то. Винит, может быть, в том, что у него денег нет. Да? Может, это ваш бывший. Может быть, это мужчина, ну, допустим, который хотел бы быть с вами, но вы ему отказали. Может, хотел хорошо в жизни устроиться, да, к вам подкатить. Ну, типа, есть же мужчины тоже такие приспособленцы. Вот, думает он о вас, что вы слишком умная, что вы такая вот какая-то амбициозная, хотите всего самого лучшего. Ну, типа, видно, он вам не угодил. Да, видно, вы ему там сказали, что типа посмотри на себя, да, либо мне такой муж не нужен, который не может меня обеспечить. Типа иди живи как хочешь. Вот, считает, что вы такая прям карьеристка, вам деньги нужны, а у него ведь их нет, да. И типа это главная проблема, чтобы были бы вы нормальной женщиной, да, вы бы его любили, потому что он хороший, да, потому что он даже вам там готов был помочь. Физически, да, не материально, а физически. Вот. Может быть, он даже винит вас, если это ваш бывший, что он там на вас тратился, и кто ему теперь эти деньги возместит. Мне идет, что он какой-то лентяй, еще он пьет. Вот мне идет, что он пьет. Может быть, пьет постоянно, может быть, запойный. Может быть, из-за этого вы с ним и развелись. Но вот с волосами либо очень коротко подстригся, побрился, либо у него лысина за лысиной идут. Так что, ну, прям блестит, светится голова. Жалуется на вас этот мужчина всем подряд, что вот якобы вы жизнь его разрушили, сердечко ему разбили. Ну вот обычно он жалуется, когда пьяненький, да. Когда трезвый, он просто злой на вас. А так жалуется. В моменте, когда мы делаем эту отсыпку, этот мужчина, он трезвый, и он злится. Вот претензии к вам, что вот вы такая, вы сякая. Хотя с другой стороны, вы о нем уже не вспоминаете, либо вообще стараетесь не думать, а он все никак вас забыть не может.
И знаете, что мне еще идет? А что этот мужчина, он как будто бы сам себя настраивает на такие негативные нотки, пытается, ну, скрыть, наверное, от себя даже скрыть, что до сих пор вас любит, либо не смог вас разлюбить, либо понял, что вас любит только в тот момент, когда вас потерял. Да? Вот он предпочитает перекрывать любовь злобой, что типа нет, она плохая, она во всем виновата, она мне жизнь разрушила, да, бедненького меня, такого несчастного, хорошего мужчину выбросила за борт жизни, да как же так? А вот любит, мне идет, что он вас любит. Может быть, любовь у него какая-то специфическая, немножко такая недалекая, но все-таки любит. Вот он один, он никого себе не находит и не ищет, и не смотрит. Он как на вас зациклился, понимаете? Зациклился на вас. И еще у него какие-то есть ожидания, ну вот что вы появитесь, что вы вот в какой-то момент за ним придете, упадете в ноги и скажете: прости меня, повелитель, да, мой любимый, дорогой. Вот дурой была, не видела, какая ты драгоценность. Почему-то ему кажется, что так должно случиться. Может быть, ему кто-то сказал, а может быть, он сам себя в этом убедил. Ну, такой странный мужчина, если честно. Странный, и жизнь какая-то непутевая, понимаете? Просто непутевая. Если бы работал, если бы как-то за собой следил, да, больше уважения, больше каких-то человеческих качеств, да, может быть, вы его бы и не оставили. Может быть, вы бы и шанс ему дали. Но поскольку он самодур, поскольку он такой хамовитый, еще и с вредными привычками, то зачем он вам нужен, да? Зачем вам это все? Нет, явно вы его не хотите. Ну, вы о нем не думаете, вы от него закрыты, вы как его заблокировали, мне идет. К себе не подпускаете. Ну, что есть, то есть, мои хорошие. Так, и еще один момент, который тоже я хочу вам сказать. Здесь не про мысли, здесь скорее про предложение. Вам скоро кто-то что-то будет предлагать, причем люди, там не один человек, там люди, они в вас очень сильно будут заинтересованы. И это предложение можно, ну, очень хорошо обыграть. Смотрите, люди в вас невероятно заинтересованы. Вы можете поднимать ставки и можете торговаться. Допустим, это могут быть работодатели. Да? Им хочется, чтобы такой профессионал поработал на них. И вы такая скажете: окей, но только зарплата в 2 раза больше. Да? С какими-то там приятными бонусами, гибким графиком, да? С персональным рабочим местом, ну и все дела. Может быть, это какое-то сотрудничество. Допустим, вы блогер, да, у вас там страничка в ТикТоке, где-нибудь там в социальных сетях. К вам могут обратиться, там, заказать у вас рекламу. Вот. И вы скажете: хорошо, но только на моих условиях, да, и повышайте цену. Потому что они вам не очень интересны, а вот вы им очень интересны. Можно сказать, что эти за вами бегают, охотятся. Вот как-то так мне идет. Может быть, это даже будет связано с каким-то моментом там, купли-продажи. Да? Может, они хотят купить у вас что-то. И вы можете смело там прям задрать цену и сказать: ну вот такое мое решение. Да, люди думают зайти с каких-то скромных предложений. Ну типа, ну, будем предлагать по минимуму, а там как карта ляжет. Да? Поэтому торгуйтесь и смело повышайте цену. У этих людей деньги есть. И интерес к вам очень сильный. Вы можете любую цену назвать, и они ее оплатят. Нет, ну, конечно, могут там посопротивляться для приличия, но вы им очень нужны. Прям позарез вы им нужны. Именно так показали. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.